Таджиков вновь предупреждают об опасности. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, что нужно знать, чтобы сохранить свою жизнь. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Используйте, пожалуйста, VPN при просмотре, если вы находитесь на территории Российской Федерации. Поддержите, пожалуйста, наш канал. В Таджикистане в ближайшие дни прогнозируется неустойчивая погода. В этой связи Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики продлила предупреждение об опасности. Со 2 по 5 ноября 2022 года в республике сохранится неустойчивая погода. В долинах дожди, а в ряде предгорных и горных районов, за исключением Горно-Бадахшанской автономной области, осадки будут интенсивными, говорится в сообщении пресс-службы КЧС. Также в эти дни в ряде горных и предгорных районов возможен сход селей. Осторожность следует соблюдать жителям Хатлонской, Сагдийской областей, а также районов республиканского значения и на западе Горно-Бадахшанской автономной области. Как вы относитесь к этой ситуации? Есть у вас знакомые или, возможно, родственники, которые попали в затруднительную ситуацию из-за погоды? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Спасатели предупреждают, что 2 и 3 ноября 2022 года из-за обильных дождей ожидается резкое повышение уровня воды в реках, стекающих с южных склонов Гисарского хребта, рек Юхсу и Кызылсу южной. В связи с этим КЧС Таджикистана призывает граждан быть осторожными. Спасатели предупреждают, что возможно увеличение количества ДТП на трассах, особенно в предгорных и горных участках дорог, подтопление населенных пунктов и отдельных участков дорог дождевыми водами. Кроме того, КЧС предупреждает, что непогода может спровоцировать повреждение линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Потому таджикам стоит готовиться к тому, что будет плохая погода, и лучше в эти дни минимизировать свое нахождение на улице, если у вас есть такая возможность. А жителям горных районов и вообще желательно никуда не выходить и укрепить кров своих домов. Также стоит с пониманием отнестись к тому, что будут выключать электроэнергию, ведь могут повредить электропровода. Но учитывая, что в Таджикистане и так лимит электроэнергии, то сложно вообще представить, что будет. Света не будет просто сутками. Как вы к этому относитесь? И есть ли у вас или у ваших знакомых, которые живут в предгорных или горных участках Таджикистана, возможность отапливать свои дома и вести нормальный образ жизни, если не будет электроэнергии? Как вы относитесь ко всей этой ситуации? И как, в принципе, у вас обстоят дела с электроэнергией? Действительно ли вы ощущаете на себе этот энерголимит? Или все же он не так часто происходит, и население его на себе не так сильно и ощущает? Свое мнение по поводу всего этого, возможно, какие-то важные истории или факты, напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Как вы, в принципе, относитесь к погоде в этом году? Изменилась ли она в сравнении с прошлыми? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!